Дзер, что ты делаешь, что ты суетишься? Я пытаюсь помочь своему ребенку с астинским. И использую для этого вот всевозможные гаджеты. Но без этих приспособлений обойтись никак нельзя. Ну, дело в том, что я ребенок 90-х, и в мое время у нас в школе просто убрали астинский язык, а бабушки в селе, с которой бы могла перекинуться парой фраз, у меня попросту не было. Вот и пожинаю плоды. Но я тебе тогда предлагаю восполнить этот пробел прямо сегодня, здесь, сейчас, тем более, что тема довольно-таки актуальна, несмотря на то, что День родного языка уже миновал, его отмечают 21 февраля, сегодня 25. Вот, но тема, я думаю, все равно актуальна, поэтому давай побеседуем. Ты мой настольный календарь. Поддерживаем. Международный день родного языка справляют люди, которые изучают и передают знания о языке. Это учителя литературы, исследователи письменности, сотрудники библиотек, студенты, преподаватели, аспиранты филологических факультетов высших учебных заведений, но и просто увлеченные лингвистикой люди. Ну, на самом деле, цель самого праздника – это что? Ну, наверное, содействие языковому разнообразию и защита исчезающих языков. И их на Земле, между тем, достаточно. И вот язык считается исчезающим, если на нем говорит менее 100 тысяч человек. Интересно, а вот какое соотношение владеющих осетинским и не говорящих на осетинском языке у нас в республике? Это не ко мне. И не попадет ли под угрозу исчезновения в скором времени наш язык? Ой, не дай бог. Давай об этом узнаем у настоящего специалиста, у доктора филологических наук, профессора, заведующего кафедрой ЮНЕСКО СОКПИ Тамерлана Таймуразовича Камболова. Можно бесконечно перечислять. Да. Здравствуйте. Проходите, Здравствуйте. пожалуйста. Присаживайтесь. Я вам подвину сей трон. Главное, чтобы это был трон, а не электрический стул. Главное, чтобы этот трон выдержал все ваши регалии и звания. Ну, Тамара. Вы знаете, у нас к вам возник вот такой вопрос. На каком уровне находится сейчас остинский язык? И не попадет ли в скором времени он под угрозу исчезновения? Ну, во-первых, надо сказать, что, к сожалению, в атласе языков, находящихся под угрозой исчезновения, который подготовлен экспертами ЮНЕСКО, осетинский язык присутствует. Но надо отметить, что существует 5 уровней угрозы языкам, и наш язык пока, слава богу, находится на первом этапе, на первом уровне и считается уязвимым. Есть такое определение «уязвимый». То есть, если будет неправильно выстраиваться языковая политика, будет неадекватная языковая ситуация в республике, то язык может перейти в категорию более жесткую, более опасную. Но, на мой взгляд, сегодня осетинский язык переживает определенный ренессанс, возрождение. А что вас заставляет так думать? Оценка той динамики ситуации, которую лично я наблюдаю последние четверть века. То есть, если сравнивать с ситуацией второй половины XX века, когда осетинский язык, так же, как и языки других народов Советского Союза, был выведен из сферы образования, был переведен в статус факультативного, и это повлекло целую цепочку последствий. Выход из сферы образования радикально негативно сказался на количестве носителей, особенно в городской среде. Далее снизилась, скажем, мотивированность к занятиям литературой, драматургией на осетинском языке. Дальше это уже активно отразилось на количестве носителей новых поколений. К сожалению, опросы учителей родного языка, которые я проводил с регулярностью несколько лет, все еще показывают тенденцию сокращения количества школьников, первоклассников, которые приходят в школу, особенно в городе Владикавказе. Самые точные сведения
говорят о том, что из 10 первоклассников осетин только 2 владеют родным языком на достаточном уровне. То есть 80% первоклассников осетинской национальности родным языком не владеют практически абсолютно. Казалось бы, это основание для пессимистического вывода. Но все же возрождение. Дело в том, что я всегда оцениваю ситуацию с осетинским языком на сегодняшний день как ситуацию человека, который долгие годы тонул и, наконец, коснулся дна ногами и оттолкнулся. И мы сейчас начинаем планомерно всплывать. Об этом говорит и та степень обеспеченности учебниками и учебно-методическими материалами, которая никогда не была лучше, чем сейчас. То есть, в отличие от ситуации предыдущих десятилетий, когда существовали учебники осетинского языка только для владеющих, а не владеющие вынуждены были изучать осетинский язык в 10 классе по учебникам 3 класса для владеющих, потому что не было специальных, нацеленных на методику преподавания неродного языка учебников. Сейчас они есть. Поэтому были определенные нарекания в сторону этих учебников. Частично они были обоснованы. Проведена сейчас большая работа, и в этом году уже переизданы учебники начальной школы, усовершенствованы, модернизированы, надеюсь, с минимальным количеством каких-то, скажем, несоответствий или проблем. Учебники осетинского языка подготовлены в 2 литературных вариантах, и на иронском, и на дегорском. То, о чем ты переживал. Хорошо, а я еще переживаю вот о чем. Сейчас внедрили безотметочную систему для неговорящих во многих школах. То есть ребенок получает зачет, не зачет, оценок нет. Вот как вы к такой расстановке вещей относитесь? Я отношусь отрицательно. Дело в том, что оценка – это мотивация. Это мотивация к тому, чтобы проявить большее усердие и усидчивость, и иметь мотивацию для того, чтобы более глубоко изучать осетинский язык. А если, допустим, нет возможности более глубоко его изучить, эта оценка в итоге испортит аттестат? Не совсем понятно, почему нет возможности изучить достаточно. Ну, не все могут позволить себе репетитора. У многих нет старших. Или в уже. домашних условиях усвоить информацию. Да, многие материал. родители заняты на работе, им просто не до занятий. Да, многие просто не владеют и не могут помочь ребенку. Да, да. На самом деле, большинство родителей не помогает своим детям выполнять задания и по математике, и по физике, и по химии. Тем не менее, дети самостоятельно, школьники, самостоятельно изучают эти предметы. Ну, также и с английским. Но почему-то с осетинским вот тут все стопорится. На мой взгляд, сейчас, и я уверен в этом, сейчас слабость в изучении осетинского языка заключается не в степени обеспеченности учебными материалами, учебниками, учебными пособиями, не в их сложности, как некоторые утверждают, не в их, скажем, несовершенстве. Очень важно учитывать общественно-психологическую ситуацию. Очень важно оценивать то, насколько осетинский язык востребован в обществе. Вот в подводке к нашему разговору вы говорили о состоянии учебной литературы, об учебном процессе. Но на самом деле язык – это явление общественное, социальное. И его развитие зависит не только от того, как изучают осетинский язык, но и то, как он используется в обществе. Если его использование минимально и ограничивается сферой домашнего общения и бытового употребления, что у нас и происходит практически, то перспектив у такого языка не будет. То есть вы предлагаете призвать молодых людей погрузиться в культуру посредством языка, только так его можно будет изучить? Нет, я это не предлагаю, потому что это не решение проблемы. Надо создавать объективные социальные условия, в которые осетинский язык был бы востребован и мимо которого нельзя было бы пройти. То есть, на мой взгляд, необходимо, наконец, принять закон о государственных языках Республики Северная Осетия-Алания,
в которых должно быть декларирована возможность и необходимость использования обоих государственных языков В равной республики степени. в равной степени. Ну, в равной относительно, потому что все-таки мы живем в федеративном государстве, где русский язык является языком государственным и языком межнационального общения. Поэтому добиться полного равноправия осетинского и русского языков, наверное, не стоит ставить такую задачу, потому что она невыполнима. Но максимально разумно и рационально расширить функции осетинского языка вполне возможно и известно, как это делается. Например, использование осетинского языка в сфере государственного и муниципального управления. Это было бы существенной мотивацией. Дело производства ведем на осетинском. Да, да. Значит, для этого надо включить в перечень требований к государственным и муниципальным служащим определенных категорий, которые, скажем, по роду своей деятельности общаются с населением. Гражданам. Да, надо, чтобы они проходили изучение, в том случае, если они не владеют осетинского языка, и это происходит. И говоря о тех, скажем, предпосылках, которые мне дают возможность говорить оптимистически о состоянии и о перспективах осетинского языка, это я хотел бы упомянуть государственную программу Республики Северная Осетия-Алания, которая называется «Национально-культурное развитие осетинского народа». Эта программа принята 2 года назад, и сейчас она планомерно реализуется. В рамках этой программы расписан целый ряд мероприятий, большой ряд мероприятий, которые необходимо осуществить в сфере государственного и муниципального управления по расширению функций осетинского языка. И в рамках этого раздела уже проходят курсы для служащих по изучению осетинского языка. И теперь я знаю, куда мне идти. Да. Предполагается, что в течение реализации этой программы, скажем, помещения, где проходят заседания парламента, правительства республики, должны быть обеспечены необходимой аппаратурой для осуществления синхронного перевода, что даст возможность всем желающим парламентариям, членам правительства выступать на родном языке, не будучи при этом в опасении, что их могут не понять. Также предполагается формирование штата переводчиков, синхронистов, которые будут обеспечивать функционирование наших органов управления, органов государственной власти на обоих государственных языках республики. То есть мы движемся в этом направлении. Ну, я так понимаю, еще многое предстоит нам с вами воплотить. Спасибо вам огромное. Вы нас зарядили оптимизмом в какой-то степени. Будем ждать уже плодов И побудили, программы. конечно, к изучению осетинского языка. Да, Спасибо меня вам и большое. побуждать не надо, я всегда готова. А у нас сюжет, ведь хорошо иметь в арсенале богатый лексикон и грамотно им пользоваться. Насколько в этом преуспели наши коллеги, сотрудники телеканала «Осетия», сейчас узнаем из этого самого сюжета. И задача им досталась не из легких – узнать, откуда это слово. Мы живем в России, стране с более чем 150 национальностями. У каждого народа свой язык, но объединяет нас только один русский. Мы изучаем его в школах и университетах, мы разговариваем на нем каждый день. Наша съемочная группа решила провести опрос среди сотрудников телекомпании «Осетия Рештон» на знание русского языка. Первый этап – определить, какое слово исконно русское, а какое заимствованное. Заимствованная. Косметика заимствованная. Заимствованное слово. Заимствованное. Женское. Заимствованная. Заимствованное. Не русская. Косметика польское слово. Нет, вот слово «косметика», думаю, по-любому не русское. Мне кажется, что это тоже исконно русское. Русское слово. Заимствованное. Русское. Русское. Думаю, русское. Вахта тоже, они рядом. Косметика и вахта, они рядом. Русская. Деревня тоже думаю, что наша. Русское слово. Русское. Русское. Русская. Деревня прям. Именно русская. Русское? Русская, да. Деревня, русское слово. Русская. Русское. Исконно русское. Русское. Русская. Русское. Русская. Это русское слово или нет? Для меня, да. Заимствованная.
почему-то мне кажется, что оно заимствованное. 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 Русское. Скорее всего, не русское. Маляр. Наверное, русское слово тоже, да. Наверняка. Древние славяне говорили «Хей, маляр!» Русское. Небо тоже считаю, что исконно русское. Исконно русское. Русское. Тоже русское. Русское. Небо русское слово. Заимствованное. Тоже заимствованное. 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 Французское слово. Русское. Русское слово. Заимствованное. Русское. Русское. Тоже русское. Солнце — это русское. Солнце, может, грузинское слово, не знаю. Заимствованное. Зефир, мне кажется, тоже заимствованное. 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 Русское. Русское. Не русское. Заимствованное. Зефир – это группа такая. Зефир. Слово какое? Зефир – хорошее слово. Русское. Снег тоже считаю, что наше слово. Исконно русское. Русское. Трудно русское. Снег – это Россия, да. Русское. Думаю, что исконно русское. Заимствованное. Русское. 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 Ну, тут уже сложнее. Русское. Опыт – русское слово. Русское. Тоже думаю, что исконно русское. Заимствованное. Заимствованное. Тоже русское. Заимствованное. Русское. Русское. Итог – тоже хорошее слово. Ангел, я думаю, заимствованное. 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 Заимствование. Не русское. Тоже русское слово. Заимствованное. Angel. Не, заимствованное. Заимствованное. Фрикаделька. Вопрос с подвохом. Фрикаделька, мне кажется, заимствованная. Фрикаделька, конечно, заимствованное. Заимствованное. Наверное, русское. Русское. 100% не русское. Ну, если произнести как иностранец фрикаделька, думаю, русское. Заимствованное. Нет у русских фрикаделек, не может быть. Знает человек. Я думал, русское. А почему не русское? Какое-то странное название, поэтому русское. Почему люди все русские? Потому что по-русски же говоришь. Русские слова. Действительно, многие слова, которые кажутся на первый взгляд исконно русскими, на самом деле заимствованные. К примеру, все слова, которые начинаются на гласную «а», не русские, так же, как и те, в которых есть согласная «ф», поэтому фрикаделька – слово заимствованное, хотя все мы привыкли к тому, что фрикадельки только наши блюда и ничье больше. Фрикаделька не может быть заимствованной. Никак, это фрикаделька. Ну, фрикаделька. Второй этап – придумать русский синоним к заимствованному слову. Синонимов много, но исходно русские смогли привести лишь несколько респондентов. Подлинный. Единственный. Лучший. Чистый. Всеобъемлющий. Полный. Справедливость. Человечность. Человечность. Добродушие. Человеколюбие. Миролюбивый. Человеколюбие. Доброта. Лояльность, наверное. Человечный. Точный. Однозначный, единственный. Совершенный. Веселье. Нет, для меня это веселье. Для тебя возмещение, для меня веселье. Возмещение, может. Извинение. Возмещение. 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 Оригинал – это качественное. Настоящий. Настоящий. Натуральный. Подлинность. Подлинник. Исходник. Исходник. Образец. Исходник. Подарок, знаешь? Подарок. 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 Да. Подарок. 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 Переходим к третьему этапу, проверяем богатство русской речи. Задача – назвать как можно больше слов на определенную букву и при этом не повторяться. Итак, буква «Я». Поехали. Ягода. Ярд. Яблоко. Я. Ягуар. Ячмень. Ямайка. Ямало-Ненецкий автономный округ. Пас. Ящик. Ящерица. Яблоня. И
3, 2, 1. Стоп. Слово на букву Ё. Поехали. Ежик. Елка. Йогурт, не йогурт, не йогурт. Елка. Было. Усложним задачу и краткое. Йогурт. Йод. Все, закончили слово. Йога. Так ты. Так, не подсказывать. А мастер йода подойдет? Нет. За оригинальность плюс балл. Ёршик. Йода Марина. Йодобаланс. Дальше. Нет, давайте следующий. Мне кажется, победила дружба. Язык – дело тонкое. Это организм, который каждый день меняется. Будем откровенны, не все наши респонденты справились с задачей правильно определить этимологию слова или привести соответствие. Но разве это важно? Основная цель языка – донести точную информацию. С чем сотрудники нашей телевизионной компании отлично справляются. Ставим нашим ребятам за знание русского языка твердую 5 с минусом. Валерия Левченко, Сергей Гаглоев, Игорь Икаев, телекомпания «Осетия». Популяризировать родной язык можно через искусство или образование. Вот существует, интересно, универсальный метод или нет? Думаю, да. Но, во всяком случае, мне кажется, что его нашла наша коллега Ирина Кадзова, автор образовательно-развлекательного проекта «Ансон и Рон». Ирина, проходи. Мы тебе уступаем место в нашем любимом Присаживайся мягком по диване. центру. Лабонта Хорш, раз у нас тема родного языка. Ирина, расскажи нам, пожалуйста, в чем суть проекта и главная идея. Да, может быть, есть такие люди, которые просто его, вдруг не видели. Да, для тех, кто не знает об этом проекте, это один из первых проектов нашего канала, и он Тем очень самым интересный. Ирина намекает, что она стояла у истоков нашего телеканала. Да, это тоже. Автор идеи этого проекта Тимур Козырев, наш режиссер. Сейчас он работает не здесь, он в Москве. Вот он предложил такую концепцию, значит, 2 части программы, образовательная. Первая часть такая теория, я как преподаватель рассказывала какие-то азы языка. И во второй части участники выполняли задания согласно тем знаниям, которые мы им дали. Это было, да, вторая часть, конечно, была самая интересная, потому что первая такая статичная, уроки, я говорю, теория. Да, такая теория. Вторая часть была поинтереснее, потому что мы... Уже динамика пошла, да? Да, А мне динамика. Интересно, как вы отбирали участников? Вот кто согласился сознаться в том, что он, не совсем владеет... Профан. Вот с выбором участников было очень сложно. На самом деле мы долго искали участников, уговаривали где-то. Но нашлись смельчаки, и они хотели говорить и участвовать в конкурсе. Это было в программе. Это было очень приятно, и им самим было это интересно. Но результат какой-то был от обучения или нет? Результат, конечно, был. Но надо иметь в виду, что это телевизионный проект, и я как преподаватель не могла на 100% выкладываться. Но результат был, какие-то азы. Если вспомнить уровень языка, то beginner, мне кажется... То есть у тебя в группе, получается, были одни начинающие? Да. Никто не владел даже бытовым остинским? Ну вот какие-то фразочки, там отдельные слова какие-то где-то кто-то услышал. На ломаном остинском. Тогда в этом смысле мне интересно узнать, как ты строила вот ваш урок такой, да, телевизионный, как ты выбирала темы, потому что тут можно пережать, тут не дожать, да, и человек может вообще растеряться и сказать, да ну вас с вашим проектом, ищите себе. Да, были страхи об этом тоже, и уроки разрабатывать было, правда, сложно, хотя я преподаватель и методику знаю, но здесь надо было учитывать, что у нас всего 12 занятий, 12, да, было.
надо было в эти 12 впихнуть, в 7-10 минут длился наш урок, надо было впихнуть и лексику, еще и как-то проработать ее, повторить. Я исходила из того, чтобы мне нужно было, в незнакомой стране, что точно должен знать любой человек, который приехал в незнакомую какую-то страну, и он хочет как-то говорить что-нибудь, не потеряться, скажем так. А ты была строгой учительницей? Двойки ставила? Мысленно. А еще интересно, вот возраст твоих учеников, какой он был? Участников. Вот большой, участников, большой разброс в Учеников возрасте Ирина или оставила нет? далеко позади в своей школьной деятельности Да. педагогической. Участникам было лет от 20 плюс-минус, до 25, кажется. То есть уже и не поругаешь, да? И не призовешь. И указкой, Да, и в угол не по спине не дашь. А мне интересно, вот эти 20-летние люди, они каким образом умудрились не изучить язык? То есть у меня его в школе просто не было, а они вот находясь, когда уже, собственно, язык вернули в школу, какие-то элементарные знания там же даются. Как это обошло их? Рассказывали свои истории? Рассказывали. В школе есть, преподают астинский язык, но надо учитывать то, что языковая среда у нас, ее сейчас как таковой нет, особенно вот здесь, в Владикавказе, и в Беслане, возможно, тоже. Потому что, они что-то изучают, какие-то слова учат в теории, там, фатку — это яблоко или дидинаг — это цветок. Но это все надо обязательно применять на практике. То есть они учили на уроке слова, выходили в общество, в социум, и эти слова им не нужны, потому что все общаются на русском языке, это как-то забывалось. Поэтому важно не только учить и заучивать там слова, языки, лексику, правила, важно говорить. Это даже важнее, чем учить теорию, я думаю. Да, еще, наверное, есть такой феномен, как языковой барьер, да? Да. И его очень тяжело бывает порой преодолеть. Особенно если ты не осетиноговорящий осетин. Мне интереснее даже понять, вот ты же проводила сравнительный анализ, все-таки не дает мне покоя твоя педагогическая деятельность. Ты же проводила анализ, вот как воспринимают ученики, например, тот материал, который ты им подаешь, и вот какой-то другой педагог. Ты как-то принципиально иначе подходила к вопросу преподавания и в школе, и здесь? Вот что отличало твой стиль преподавания, так скажем? Я понимала, что здесь, в городе, у меня были как раз невладеющие группы, и здесь, в городе, сложная обстановка с языком. Это другой контингент, нежели, допустим, в лагере. В лагере я приходила на уроки, мы общались на астинском, все было хорошо. Тебя научат. Да, абсолютно точно. Здесь надо было, конечно, заинтересовывать. И это была моя первая цель — подготовить на урок что-то такое интересное. Обязательно какая-то связь с современностью. То есть мы смотрели фильмы на астинском, мы смотрели мультфильмы, даже в 9 классе мы смотрели мультфильмы, переведенные на астинский, и ученикам нравилось, они смотрели, понимали. И я смею сказать, что была заинтересованность в уроке. Это было для меня самое главное. И этому меня учили в пединституте, потому что, когда мы готовились к практике, наш преподаватель всегда нас спрашивал, а что у вас в уроке будет, какая изюминка будет в уроке? Я, исходя из этого вопроса, всегда готовилась к урокам, потому что перед учителями астинского языка большая ответственность. Надо прям очень интересно готовить урок, чтобы и преподавателю было интересно, и ученикам. Потому что английский интересен априори, потому что это возможность где-то говорить. Язык всемирной коммуникации. Да, язык всемирный. А здесь надо было заинтересовать каким-то интересным контентом, скажем так, урока. Но тебе это, по всей видимости, удалось. Я старалась. Что за вопрос, конечно. Ирина, спасибо большое. Было очень интересно тебя послушать, вспомнить. Но ты никуда не уходи, потому что мы тебя не отпускаем. Да. А вот зачем учить язык с нуля? На этот вопрос вряд ли кто-то вам ответит, потому что список причин у каждого свой. А вот о методах изучения смотрите наш сюжет. В современном мире без знаний иностранного языка не обойтись, и неважно, где вы работаете. Чем больше языков вы знаете, тем ценнее вы для работодателя.
Для многих освоить иностранный язык кажется невозможным, но все же начать с чего-то непременно стоит. Сделать это вы можете даже самостоятельно. Опытные лингвисты рекомендуют несколько способов. Полезно смотреть кинофильмы, сериалы на английском языке. В YouTube очень много образовательных программ с субтитрами. Можно для начала включить субтитры, потом их выключить. Но это все равно поможет какие-то полезные фразы узнать, какие-то грамматические структуры и так далее. А также читать книги на иностранном языке, но не просто читать, а выписывать и выучивать слова и выражения. Потом как-то самостоятельно какие-то диалоги составлять. Эпоха интернета – отличный союзник в изучении иностранных языков. На просторах всемирной паутины существует множество приложений, позволяющих самостоятельно повысить свой уровень владения языком. В этом на собственном примере убедилась наша героиня Тамара, которая изучает корейский. Я использовала также приложение, которое мне помогло тоже, так как я думала, вот если я буду изучать, как я узнаю, правильно я учу или нет, правильно ли я выполняю задания. Благодаря этому приложению я загружала туда задания, которые выполняла домашние к урокам. И в этом приложении также находятся люди, которые тоже учат язык, есть носители языка, и они мне исправляли задания. То есть, если, например, у меня бывали вопросы какие-то, я могла задать им вопросы, почему так или почему по-другому нельзя сказать. И благодаря этому тоже они мне что-то объясняли, и я училась на своих ошибках. Для тех, кто грезит овладеть иностранным языком в совершенстве, существует еще один альтернативный способ. Его на себе опробовала Мария Дзестелова. У нее была хорошая школьная база английского. Но девушке этого было недостаточно. Ей хотелось довести уровень до идеала. В университете у меня был на самом деле такой очень интересный опыт, когда я уехала за границу, и, можно сказать, это лучшая школа, можно так сказать, для изучения английского языка. Такая платформа хорошая, потому что язык лучше всего, конечно, учить в стране носителя. В какой-то момент, на самом деле, своего проживания в Англии я начала понимать, что я думаю уже на английском языке, потому что в моем окружении вообще не было русскоговорящего населения. Это отличная возможность избавиться от психологического барьера и научиться выражать свое мнение даже с ограниченным запасом слов. Когда ты на самом деле находишься все время в такой среде, волей-неволей начинаешь понимать язык, даже если на самом деле ты туда приехал с нулевыми какими-нибудь знаниями или с минимальными. Через месяц-другой ты, в принципе, должен начать более или менее понимать. Если возможности уехать за границу нет, не расстраивайтесь. Можно выбрать другой формат обучения. Самый легкий и увлекательный – включить любимый сериал с субтитрами и совместить приятное с полезным. Ну что ж, на примере наших героев мы доказали, что самостоятельное изучение иностранных языков возможно и даже весьма увлекательно. Прокачать свой скилл вам помогут самоучители, книги, сериалы и приложения. Не теряйте время, выбирайте удобный способ и немедленно приступайте к занятиям. И все непременно получится. Батырбек Макеев, Азамат Галуаев, Игорь Икаев, телекомпания «Сети». Тренировать мозг так же полезно, как и заниматься спортом. И то, и другое не даст вашим органам атрофироваться. И в этом смысле изучение языков – один из самых верных способов поддержания своего думающего органа в форме. Этим успешно занимается лингвист Ирина Хуриева, владеющая аж несколькими иностранными языками. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, И теперь Ирина. у нас две Ирины, и, к сожалению, мы не можем сесть между вами. Но мы этим займемся после эфира. Я думала об этом. Ну да, уже после. Ирина, расскажите, какими языками владеете? Я владею английским, испанским, итальянским, русским и осетинским. В равной степени хорошо или нет? Ну, осетинским хотелось бы владеть так же, как и моим первым языком, испанским. Потому что бывает так, что в какой-то момент думаешь, что я как-то свободнее себя ощущаю, когда говорю на испанском. А в каких-то моментах, например, на мероприятиях осетинских, конечно,
очень хочется говорить на осетинском, на своем родном Ирина, языке. а почему так? Вот вы с чем связываете то, что осетинский чуть хуже знаете? С тем, что все-таки это и образование, годы учебы в университете, конечно, это интенсивная такая вот нагрузка каждый день, то есть это изучение языков 24 часа в сутки, даже сны были на иностранных А языках. осетинский, значит, школьная программа, да? Осетинский, вы знаете, вот я только с годами, вот спустя много лет работы, я поняла, что нужно владеть своим родным языком, стала тянуться к нему, стала больше разговаривать. К своему удивлению, иногда вот просто ни с того ни с сего начинаю говорить на осетинском языке, чего не было много лет назад, даже в годы учебы. У нас к этому уже приходили мои ученики, извините, что перебила, дети не владели, и вот постарше, 9-10 класс, они хотели говорить. И ко мне приходили взрослые люди, которые понимали, что они хотят знать язык, и важно его не упускать в детстве. Ну, некоторые шутят иногда, что на наш факультет поступают те, которые не знают своего родного языка. Мы смеялись тогда, в годы студенчества, а сейчас я это понимаю. Ну, с годами все-таки хочется, конечно, говорить на своем собственном языке, потому что если интересует тебя культура и обычаи своего родного народа, то, конечно, без языка это все взаимосвязано, конечно, невозможно. Но мне интересно, человек, который в совершенстве, к примеру, владеет английским, сможет ли он быстро переключиться на другую речь? Вот, к примеру, с английского на осетинский. Начать предложение на английском, а мелодика, абсолютно Вот, разная мелодика, темпоритм, то есть как это возможно? Вы знаете, у меня может быть так, что я с родными могу там говорить на испанском, там какие-то распространенные фразы. Тоже владеют испанским языком? Ну, они, конечно, за годы учебы какие-то фразы все это усвоили. Это да. И я могу, допустим, одну фразу начать на испанском и закончить ее осетинским, даже там дегорским диалектом. Микс. Иногда вот так вот. То есть это как работает мозг. Да? То есть, например, вот как-то мне задал вопрос мой студент на одном из занятий. Я была очень удивлена, почему в годы учебы у нас его вообще не было, этого вопроса. Связан ли темперамент языка или, скажем так, эмоциональность или экспрессивность языка с темпераментом народа? Или же наоборот, что первично, что вторично? И я задумалась, это очень интересный вопрос. Я ему ответила так: ты знаешь, когда у меня вот такое ровное настроение, я говорю на осетинском, а когда у меня настроение отличное, я говорю на тегорском. А когда злитесь, наверное, на испанском, да? Нет, на испанском. Вы знаете, как говорят? Говорят на испанском с Богом, на итальянском с подружкой, чтобы так вот пообщаться, а с лошадьми на немецком. Ну а комфортнее вам на каком языке разговаривать все же? Лошадей жалко. Ну опять же, это все по настроению, потому что я действительно понимаю, что если я говорю на испанском, это действительно как будто общение с Богом. То есть это вот, испанский у меня в сердце прям с первого дня изучения его. То есть с него все началось, ваша карьера лингвистическая? Да, у меня первый испанский, второй английский, третий итальянский. Ирины, дай уже мне право слова. Ты хочешь загадать желание, я знаю. Ирина, мне интересно, вот какие ощутимые преимущества вам дает знание нескольких языков? Вот по жизни, что-то, бонусы какие-то? Это общение с людьми со всего мира, конечно. Кстати, ко мне как-то поступило обращение от одного француза, который просил зайти на его сайт. У него там был небольшой словарик, и он меня попросил найти ошибки, если они есть. Я там небольшие ошибки нашла, и меня это удивило, конечно, что где-то во Франции проявляют огромный интерес к нашему языку. Да, в Германии есть на каком-то факультете, в каком-то университете есть курсы осетинского языка. Вот я недавно буквально узнавала об этом. Да, это очень приятно. Там не то, что курсы, там студенты изучают. Это, как правило, те, которые связаны с антропологией или с древней историей того или иного государства. Очень многие студенты во всем мире, в Европе, в США, в Канаде изучают наш язык, чтобы найти ключи к определенным каким-то материалам. Да, это же...
Я понимаю, что девушки наши могут хорошенечко так промотивировать, да, на Конечно. изучение. Мы уже с Томой готовы. Вам больше талантливых и любящих языки студентов и учеников. Вообще эффективная И работа. пусть будем мы среди них. Вам спасибо за беседу. Зера, я предлагаю На рекламу нашей идти. Ирине... Подожди, ты когда-нибудь подводилась на рекламу на испанском языке? Ну хорошо, ладно. Ирина, можно вас попросить? Вот, например, или не на испанском, на каком вам комфортней? Давайте на английском как-то. Ну, давайте на английском. Let's pass to the advertisement. Ага, Ирина. Бакашем рекламу. Что можно? Ну, когда слов не хватает, на помощь приходят мимика и жестикуляция. Наш постоянный психолог Елена Хатагова научит нас верно толковать эти поведенческие особенности. Ну и Елена Хатагова, просим вас Тома, в студию. что ж ты сидишь? Давай пересаживайся поближе ко мне. Прогоняет меня. Давайте сюда, Присаживайся, Между Лена. нами. Очень приятно видеть вновь. Чтобы терапевтический эффект, он был как-то шире. Итак. Эмоционально. Так, я начну так жестикуляции. Давайте, вам Мы уже можно. чувствуем флюиды. Первый вопрос у нас такой. Что такое вообще психология, мимики, жестов? Что это за понятие, явление социальной жизни? Итак, речь, да, то, что дано человеку, через что мы выражаем свои эмоции и чувства. Но до этого мы рождаемся с телом, до появления речи. То есть это тело наш инструмент. Инструмент ко всему. Голос и тело. Когда ребенок начинает шевелиться, значит, проснулся, мама знает, подает голос, просит кушать, там еще какие-то моменты, да. То есть наше тело дает нам возможность себя демонстрировать, показывать, проявлять через телодвижение. Мимика – лицо, жесты – руки, и пантомимика – это телодвижение. Как мы ходим, как мы сидим, как мы стоим, наклоны головы. Ну и потом наши какие-то там пращуры, они же как-то обходились без языка, да, в самом начале, они общались там толканием, языком тела. И выражали это, и любовь так выражалась, и гнев выражался. Многие это до сих пор практикуют. Да. Эмоционально мы так выражаем. Когда мы начинаем говорить, особенно когда нас наполняют эмоции, мы начинаем активно жестикулировать. То есть нам не хватает одного речевого аппарата, плюс еще не хватает мимики, потому что мы часто выражаем и гнев, и ярость, и удивление, расстройство. То есть все у нас бывает на лице. Это только проработанные люди, которые могут, в принципе, себя собрать и контролировать свои эмоции. Если человек не способен, это вот про эмоциональный интеллект, если не способен контролировать себя, следовательно, это все будет на виду. Это будет телодвижение, это будет полностью и телом, да, жестами и мимикой, то есть и глаза, и рот, и все будет в движении. Когда человек контролируем, да, мы говорим, он суховат. Это что бывает? Это выражение лица очень ровное, абсолютно, да, абсолютно ровное выражение лица, бездыханное тело такое, не населенное жизнью, и контроль постоянно рук, ног, своего тела. Это хорошо? Это хорошо, смотря в чем. Если вы приходите на собеседование, естественно, это хорошо. Вы умеете себя преподнести, но при этом не используйте чересчур свои эмоции. Если вы к вам пришел на собеседование человек, он начинает эмоционировать именно через тело. Говорит, мне, пожалуйста, поспокойнее. Да, мне поспокойнее нужен человек, который меня будет успокаивать. Тут еще такой возбудитель моей нервной системы. Поэтому, конечно же... Это вот, кстати, с актерами не работает, наверное. Это ты правильно. знаешь, в какой-то степени работает. Кстати, актеры, они очень хорошо контролируют свое эмоциональное состояние. Профессиональные актеры. Они контролируют, но при этом, если они не эмоционируют, это все забирается вовнутрь. Тут другая проблема. Тут профессиональные заболевания появляются, которые связаны именно с сердечно-сосудистой системой. Есть такие актеры, которые не могут выйти вот из этого эмоционального состояния уже по окончании спектакля. Остаются, проживают, переживают, и плюс зарабатывают сердечно-сосудистые болезни и
инфаркты, инсульты и все остальное. Бог с ними, с актерами. Да. Давайте вернемся к языку тела. Вот как научиться считывать эту информацию и что, собственно, нам это дает? Вот, если мы знаем и понимаем, о чем сейчас жестикулирует этот человек. О чем жестикулирует? По посадке тела. Так. Да? Соберись. Вот простая, да, мы Давайте. посмотрим. Закрытая ситуация, закрытая поза. Когда человек сидит, одна коленка нога на другой, если закрытая позиция в стороне рук, это говорит о том, что человек не готов к контакту. Вообще ни с какой стороны. Тогда? Нет, подождите, но это довольно-таки, мне кажется, избитая трактовка. Вот я сейчас, например, так села, потому что мне просто удобно опираться. Да, я еще просто не успела сказать. Да. Если человек так стоит, и вы его встретили на улице, да, и он скрестил ноги и стоит, это не значит, что он не хочет с вами коммуницировать, может просто быть холодно, да, просто банально, да. Но бывают моменты, когда человек непосредственно, опять-таки, входит в коммуникацию, но если он себя именно ведет в коммуникации таким образом, сидит, не раскрывается, это говорит о том, что он не готов просто коммуницировать. Если в процессе общения вы видите, что человек убрал руки, начинает включаться в разговор, при этом ноги скрещены, это говорит о том, что он уже на 50% созрел для того, чтобы вступить с вами в коммуникацию. Если человек, ну, допустим, прикрывает рот рукой, да, общаясь, прикрывает, это говорит о том, что он что-то скрывает. Либо у него не свежее дыхание. Да, не договаривает. Но опять-таки есть но. Или несвежее дыхание. Этого тоже, возможно, кто-то стесняется. Дальше. Если человек... Чешет нос. Чешет нос, значит, тоже. лжет. Это обман. Да. Ну или просто чешется нос. Да. Это Вот алкоголизация организма я вечером. прям каждый раз себя подозреваю во всех смертных грехах, потому что я что-то рассказываю, у меня чешется нос, я его чешу и понимаю, что может, он у тебя потому и чешется, что ты обманываешь. Нет, абсолютно. Я же про себя знаю, что я говорю правду. И нос вот так предательски меня выдает. Подводит, да. Но это может быть еще связано как, если брать, допустим, какие-то моменты именно из, сейчас скажу, русских каких-то поговорок, скороговорок и так далее, традиций, каких-то обычаев, да, к чему это нос? Или будешь бить в нос, или же... будет алкоголь. То есть это одно из поверий, да, такое? Да. Так, ничего из этого в планах у нас нет. У нас в планах на очереди опрос. Вам большое спасибо. Как всегда, интересно и мы вас и не легко. отпускаем. Елену не отпускаем. Ладно. Нет, хорошо. Но у нас на самом деле опрос про то, на каких языках разговаривать в социальных сетях. Ну вот какую там используют лексику. Просвещаемся, девочки. Давайте посмотрим. Мы с вами живем в эпоху интернета. Изменилась реальность и наше восприятие мира. Мы даже изъясняться стали по-другому. На все это очень сильно повлияли соцсети. Появилось много новых слов и выражений. Интересно, знают ли люди их значение? Слово «месседж». По-моему, сообщение. Верно. Это сообщение. Встречалось. В интернете мы обмениваемся этим часто. Сообщение. Месседж, сообщение. Такое слово знаете? Знаю. Месседж, да, это сообщение. Сообщение. Жиза. Ну, жизнь, наверное. Верно, абсолютно верно. Ну, жиза, что такое жиза, как думаешь? На что похоже? Жиза. Похоже на что-то, на какое-то слово из нашей жизни? Слово из жизни, давай подумай. Жиза это? Жизнь. Это слово? Жиза знаю, это как объяснить, ну, понятие имею, но объяснить сложно. Ну, жиза. Ну, примерно. Мне кажется, оно очень похоже на одно известное русское слово, которое используется очень давно в языке. Жиза. Жизненно. Все. Что-то типа согласие, солидарность. Шиза – это вообще-то жаргонное слово, означающее сумасшествие.
Жиза, это жиза. Жизненные какие-нибудь мемчики. Френды. Френды, бренды или друзья? Вполне возможно. Это друзья. Френды, френды. Не знаю. Логично, что это друзья. Правильно. Зная английский, можно сказать, что это друзья. Друзья. Френды, Друзья, вот, френд. все вместе. Даже не знаю, им Никогда не встречал в интернете? никогда не встречал. А как думаешь, что это может значить? Даже понятия нету, что это может быть. Вот это слово встречал когда-нибудь? Имхо. Не встречал. А как думаешь, что это может быть? Вообще без понятия. Секунду, я смотрела, это было в сериале. По моему скромному мнению. Отлично. Такое слово встречали на просторах интернета? Встречал. Это слово вообще уже старое, имхо. Расшифровывается «имею мнение». Мое личное мнение. Мейл. Это слово что может означать? Даже... я даже не встречал это. То же самое, только дословно знаю. Да. В интернете это слово что может значить? Размыло. Да, размыло. Это e-mail, мыло, то есть это e-mail, электронная почта. Не всегда, конечно, вербальное общение способно вызвать у собеседника нужные эмоции. Порой наша энергетика и язык тела может сказать о нас гораздо больше. И у нас в гостях человек, который знает о языке тела практически все. Это хореограф Зарина Хубаева. Здравствуйте. Здравствуйте, Зарина. Сегодня мне достается почему-то остинская часть. Почему? Не только вам, я думаю, всем нашим зрителям. Это не зрителям. случайно, наверное. Что сказать? Я думаю, здесь не может быть двух мнений. Искусство хореографии, на мой взгляд, это древнейшая и форма общения. И мне кажется, что язык тела, мимики и жеста, он даже появился раньше, чем речь. Потому что, убив мамонта, вряд ли бы сначала начинали говорить. Сначала был танец радости. Скорее всего, был танец радости вокруг убиенного мамонта. Но что характерно сегодня, касаемо, мы же говорим об осетинском языке, о том, как его сохранить. Вот мне кажется, что имеет смысл поговорить о том, как сохранить осетинский танец. Потому что ни для кого не секрет, что как и язык имеет свойство ассимилировать, так и хореографическое искусство подвержено влиянию трансформации. И, к сожалению, утрачивается та лексика, которая вот и определяет культурный код народа. Вот это большая проблема. Но вы-то ее поддерживаете? Мы-то ее поддерживаем. Ну вот в отличие от языка, который подразумевает какую-то ментальную работу, да, хореография, конечно, тоже очень сложная. Вы меня сейчас почти обидели. Подразумевает, подождите, я еще не закончила, это длинная подводка. Подразумевает титанический труд, но все-таки хореография, она как-то легче дается человеку разумному. Очень зря вы об этом говорите. Ну, может быть, это я такая. Тем более народный танец, скоро мы говорим об осетинском танце, мы должны говорить о том содержании, которое вкладывалось в осетинский танец. То есть не просто какие-то движения? Абсолютно не просто. Есть, я всегда так говорю, есть исполнители, которые идут за визуальным эффектом. Да. А есть танцовщики, которые каждое движение наполняют смыслом. То есть и мы тогда сейчас говорим про рождается интеллектуальную хореографию, танец. Да и хореография должна быть интеллектуальной. Да. А не интеллектуальная хореография – это, простите, телодвижения, ритмичные То телодвижения. Есть настоящее мастерство, оно без интеллекта не существует. И я вот именно к этому и призываю. Тех, кто идет учиться танцевать, не только подвергать свое тело некоторым изыскам спортивного содержания и переходить на фитнес, но и наполнять танец смыслом. Мне вот интересно, вот у нас два танцовщика, и как отличить танцовщика от исполнителя? Вот ваш совет. Абсолютно легко, вы это мгновенно почувствуете. То есть исполнитель будет дергаться, исполнитель будет раскидываться руками, ногами, он будет стараться произвести на вас эффект и впечатление. А танцовщик, он будет танцевать так, чтобы эффект, который он производит, у вас пошел изнутри. И вы сказали: «Манадишек-то, манакуткафа, фенут мая, бакашут маем, мабуарны жижиркотта». И вот тогда это будет танец.
А вот по такой наполненности, да, смысловой, какой из остинских танцев вот вам ближе всего? Ну, вообще я вам должна сказать, что самым важным у осетин является щимд. И мы, к сожалению, не даем щимду эту пальму первенства, очевидно, забывая о том, что в этимологии своей щимд – это молитва. И вот когда мы все объединяемся и танцуем, мы возносим эту молитву наверх. Мы закрываем круг, мы обращаем эту в энергию, в единый порыв и направляем наверх. Вот этот танец, он и должен, на мой взгляд, сегодня помочь вернуть осетинскому танцу его смысловое содержание. Елена, вы согласны? Абсолютно. Мы что, вас оставили, чтобы вы экспертом у нас выступали? Конечно. Она просто наполняется моими словами. Конечно. Почему? Потому что мне близко круг, что такое? Круг – это идеализация, это идеальная форма во всем. Совершенно верно. То есть и наверх возносится молитва из круга. 3 пирога круглые. Цельность То есть, такая. Да, цельность, круглое форма. лицо. Да. То есть это та форма, она идеальна. И вы понимаете, в чем Оправа, дело? Это опять же. цикличность, вы не забывайте. Энергия идет по кругу, передается от одного к другому. Это формирование коллективного мнения, это формирование коллективного сознания. Насколько были мудры наши предки. И вот в кругу, наверное, рождается совершенная энергия. Да? Не случайно щимд называют жемчужиной хореографии. И бытует мнение, что если бы осетины создали только щимд, осетин можно было бы считать все равно великой нацией. Хорошо, а если говорить о сольном танце? А сольный танец – это очень сложный вопрос. Вот я считаю и рекомендую настоятельно не пытаться выходить танцевать сольный танец, не будучи уверены в том, что внутри у вас этот танец наполняется интеллектом и смысловым То содержанием. есть человек, который исполняет сольный танец, он должен быть солистом во всем. Абсолютно. Должен быть это лидером. величайшая Да? нагрузка. Это абсолютная нагрузка. И солистов нужно растить. Вы не представляете, какая это психологическая нагрузка. Конечно. Выйти и станцевать соло, потому что сзади стоит коллектив, и ты берешь на себя смелость заявить, что ты танцуешь не только лучше тех, кто стоят сзади тебя, но и лучше тех, кто сидят в зале. Ты берешь на себя право показать, как это должно быть в абсолюте. Вот поэтому я никогда и не выхожу соло. Понимаете, в чем дело? А абсолют – это слишком большая величина. Хорошо, но раз уж мы сегодня с вами говорим о диалоге невербальном, так скажем, как часто он у вас получается со зрителем? Ну, у меня, слава богу, он уже получается, потому что есть определенный опыт, накопленный годами, и потом, я смею надеяться, интеллект тоже не обделена, да? Вы понимаете, не обделена. Тут мы сюда только интеллектуальных гостей зовем, Вот но я счастлива, принимаю как комплимент. Вы понимаете, в чем дело? Мне всегда хотелось что-то сказать зрителю, сказать, как я воспринимаю этот мир, что я переживаю, что я вижу. 2 раза одинаково станцевать один и тот же танец невозможно, потому что каждый раз ты подходишь с совершенно иным настроением. Каждый раз, казалось бы, отработанную пластику ты вкладываешь совершенно другое содержание. Зарина, вы понимаете, что вы сейчас тех людей, которые вроде бы собирались выйти и станцевать, просто вот застопорили? Напротив. В самом начале. Где же им взять эту энергию? Напротив, дорогие друзья, я вас просто стимулирую к тому, чтобы развиваться, развивать себя во всех направлениях, выходить и танцевать. Единственное, о чем я опять попрошу с телеэкрана, не надо на осетинских праздниках танцевать по 3-4 пары в кругу. У нас это никогда не было принято. Танцевали по одной паре, сменяя друг друга. Дайте возможность своим друзьям показать, как они прекрасно танцуют. Я уверена, что они прекрасно танцуют. Не танцуйте несколько пар. Танцуйте по очереди. И еще огромная просьба. Когда танцуют старшие, дайте возможность старшим станцевать. Они все равно на быстрой части поклонятся и пригласят станцевать молодежь. Золотые слова. Хиштартан баратут.
Спасибо вам большое. большое. Вам Интересно было вас спасибо, что вы послушать. подняли такой интересный вопрос, потому что я считаю, что осетинский язык, осетинская культура хореографическая и музыкальная, они неотъемлемы. И популяризируя танец и пение, мы одновременно развиваем осетинский язык. Я заговорила на осетинском языке, я выросла в военной семье, в национальном ансамбле. Скажу почему. Потому что на гастролях, в ансамблях всегда говорят на осетинском. А когда ты захочешь кушать, ты обязательно поймешь этот язык. Учите родной язык, друзья. Всем удачи, простите наши шутки. Спасибо большое. Вы пока посидите, да. Вот Тамара у нас хочет как раз-таки завершающую фразу С удовольствием произнести. завершу, тем более, что наш обеденный перерыв подошел к концу, Так. несмотря на то, что тема очень содержательная и интересная. Говорили бы и говорили с вами еще часами. Зовите. Но, к В сожалению, обеденный уже, перерыв. наверное, в другом эфире, потому что наш эфир сегодня подошел к концу. И, наверное, любите свой родной язык. И все-таки это то самое сокровище, которое вам досталось от ваших прапрадедков. И хорошего дня вам, друзья. Харшбон. И...